О, привет, Привет! привет, Привет. Наталья. Привет, Наташа. Привет! Как дела? Миллион лет не виделись. Миллион лет реально, уже сколько прошло? 15 лет? Почти. Можно, можно было не озвучивать. Ладно. Привет, У нас и ребята, как честно. дела у вас? Ну, давай я познакомлю. Вероника, Да, Наташа. очень приятно. Очень приятно. Мгм. У тебя сколько времени сейчас в У меня Йоханнесбурге? сейчас 11 утра. У Коли 6 Рано. вечера. У 7 вас 6 вечера. вечера? 7 вечера. У меня 2 часа ночи. А, у вас вообще, да, в Америке другое время. Да, Да, ну так что понятно. будет у Мгм. нас такой. Наташ, ну давай начнем тогда, да? Да, давайте. Да, был огромный интерес проявлен к твоей Мгм. странице, к твоей персоне. Так что немножко, пожалуйста, расскажи о себе. Откуда родом, где училась, чем занималась? Хорошо. Ну, меня зовут Наталья, по-русски Ефремова, по замужеству Нкоси. Наталья Нкоси можно просто. Я родилась и выросла в городе Якутске. Входила в школу, там, 8-ю школу, потом гуманитарный лицей, потом я закончила школу «Личность», частную школу, если знаете такое, может. Да. Потом я поступила на ФИЯ, ну тогда это был ФИЯ еще, на китайский язык. Мне тогда нравился очень китайский язык. Я думала, я вообще перееду в Китай когда-нибудь, буду там жить, да. Вот после окончания университета в 2013 году я поехала на магистратуру, поступила в Китай на Business Administration. Успешно закончила в 2017 году. И в том же 2013 году я, кстати, встретила своего будущего мужа. Его зовут Сихле. Вот, получается, мы жили в Китае с 2013 до 2017, потом мы переехали вместе в ЮАР, и в 2017 мы поженились, только в 2017. И сыграли, кстати, 4 свадьбы аж в 2018. Вау. Это, Да, наверное, Рекорд. рекорд. Ага. да, вот в 2017 мы просто расписались в ЮАР, чтобы я вот, ну, визу нормально получила, да, знаете, да, как с визами тут проблемы везде. Нет. Поэтому в 2018 потом мы решили отпраздновать большую свадьбу. То есть, получается, мы расписались, это первая свадьба. Вторая свадьба была у нас в Якутске в 2018 году, в июне. Потом в августе того же года, в 2018, через месяц у нас традиционная африканская свадьба в ЮАР. И приехало так много друзей, знакомых, моих родителей из Якутска. Это было 35 человек в ЮАР приехало на нашу свадьбу. Вау. Вот. Четвертая наша свадьба – это белая свадьба, можно сказать, более такая традиционная. Да? Вот, в белом платье, муж там в костюме и все такое. Ну вот, так и поженились, в общем, и в 2019 году у нас родился сын, которого мы назвали по-африкански Зинхле. Это означает красивый ребенок, буквально, да? Ага. И второе имя у него якутское, потому что я хотела что-то внести свое тоже. Его второе имя Дархан. Мы его называем Зинхле Дархан. Угу. Вот. Здорово, здорово. Сейчас ему 2 года, и, ну, так живем как-то интересненько. Молодцы. Сейчас в Йоханнесбурге. Наташ, скажи, пожалуйста, вы с мужем были Мгм. вместе на одной программе, либо же он приехал в Китай по работе, ты по учебе? В общем, интересная история, ну, судьба, наверное, потому что он приехал вообще с бухты-барахты, да, думал, вот, он тут работал уже в ЮАР, и в тот момент у него его любимая бабушка умерла, ага. Он был весь такой в депрессии, не знал, куда деться, и ему предложили, не хочешь там на повышение квалификации в ЮАР, в то есть в Китае в бизнес-школу, да? Угу. Так получилось, что мы оказались в Китае в одном городе, но
И встретились, кстати, через месяц после того, как я приехала в Китай, и с тех пор мы, получается, не расставались. Вау. Вот. Он даже потом перевелся в мой университет, чтобы быть ближе. Здорово. Такая Вот. красивая история. Спасибо. У вас сейчас какая погода? Тоже зима, да, как в Австралии? Мне кажется, в Австралии сейчас холоднее даже, потому что я смотрела у тебя в Инстаграме, да? У вас прямо ночью +1, да, минус, Да. или там -1 бывает. У нас вот эта зима не такая прям холодная, но очень ветреная. Наташа, тебя не слышно. Кто-то позвонил, наверное. Сейчас вот 15 градусов. Можешь Сейчас повторить, ночью 15 сколько у вас градусов у нас. Ночью у нас доходит самое прям холодное, +1 градус, наверное. Днем 15. Это такая южноафриканская зима, да. Ну, ты, наверное, в Австралии знаешь, что в смысле, нету центрального отопления нет, да. отопления. Да, вообще ничего нет. И дома так построены, да, везде сквозняки, короче. Ни стеклопакетов, там обычные там деревянные какие-то окна, да. Поэтому очень холодно. И все такие удивляются, почему тебе холодно? Ты же из Сибири. Я говорю, ну да, из Сибири, но мы такие мерзляки, по идее, якуты, потому что у нас же везде тепло, куда не пойдешь тепло, да, как бы зимой. Все время одеваемся, а тут люди в шортах ходят зимой. Да, теплые квартиры. Я тут смотрю, африканеры ходят вообще в шортах зимой и летом. У нас здесь ходят в основном зимой в шортах, в сланцах и обязательно в пуховике. То есть это вот... Да, вот наш менталитет это не переваривать, да, а вот тут это нормально, в принципе, потому что ты не знаешь, утром холодно, днем жарко, как бы. Да. Да, есть такое. Интересная погода. Наташа, у меня еще есть вопрос. Давай, Коль. Ага. Необычно ли для тебя жара в декабре, Новый год среди пальмы? Самое крутое здесь, что я ощутила, это я родилась в январе в Якутске, в -55, наверное, это было, да? У меня есть фотография с моим папой, и меня даже не видно, просто такой комок одеяла. И я сюда первый раз приехала, и в мой день рождения, январь, это вообще самый жаркий месяц здесь. Да, очень необычно. Я была просто в шоке, было +36 градусов. Я все равно нашла пути, чтобы там пожаловаться на эту жару, что мне не нравится, где мой холод. Поэтому как-то так. Да, мне непривычно до сих пор. Мне тоже. Да, нету такого, знаете, Christmas mood, нету такого, что вот Новый год сейчас будет, нету вообще. Вообще. Без снега как-то не очень. И самое еще, наверное, сложное для меня, да, что я хорошо запоминаю по сезонам, а здесь все одинаково. И я думаю, так, было это лето, зимой, и весной или осенью. В Калифорнии одна погода. Примерно, да, вот зимой дождливо и немножко, серо. Но в целом одно и то же, примерно. А у вас жарко бывает в Калифорнии? Я вообще ничего не знаю про погоду, там, климат. Но сейчас у нас очень жарко, и уже начались пожары. Так что, да, вот как раз я вот думаю о Якутии, что там пожары, и здесь скоро начнутся пожары большие, поэтому, да, здесь очень сейчас жарко, и прям дождей ни капли. Не предвидится. Вот это грустно. У нас тоже очень засушливая погода сейчас. И для вот людей, которые приехали, с нашего полушария, да, получается, в южное полушарие, у меня, допустим, бывают мигрени из-за давления, может быть. Просто то, что я нахожусь, у меня до сих пор вот организм не привык. Я уже 3 года почти живу здесь, 4, да? И до сих пор организм не привык, как бы. Да, бывает вы же тоже рядом такое. С океаном? Да, что? Рядом с океаном живете, да? Нет, Йоханнесбург находится более севернее, так сказать.
Выше. Тогда... Вот возле океана это город как Кейптаун, как Дурбан. А там погода все время сменяется, да, в день. Там дождь, солнце, ветер. Да, у У нас океана, очень... да, имеешь в виду? У океана там вообще... Возле Атлантического океана, ну, в смысле, Кейптаун, там вы, если вы думаете, что там жарко, что можно покупаться, это неправда. Атлантический океан, акулы, холодно, очень холодно купаться, и ветер конкретный вообще такой, постоянно. Поэтому там такая погода на любителя. А у нас в Йоханнесбурге просто мы находимся очень высоко над уровнем моря, и у нас погода такая... Если у нас гроза, мы ее увидим и услышим прямо рядом. Очень громко, потому что мы очень высоко находимся. И следующий вопрос у Вероники. Да, вот как раз мы уже начали говорить про Йоханнесбург. Это такой город, я не знаю, ну, мне кажется, мы знаем о нем только стереотипами. Для меня Йоханнесбург это там Шарлиз Терон, конечно же, Нельсон Мандела, семья Илона Маска, Тревор Ноа. Вот когда был твой первый раз попадание в Йоханнесбург, да, когда это было, приезжала ли ты до вот переезда в Йоханнесбург, какие твои были впечатления? И вообще ситуация ожидания реальность. Вот ты ожидала такое, а оказалось Йоханнесбург, ну вот таким городом, да, скажем, твой опыт. Да, твой Йоханнесбург. Ну вот, когда я росла, да, как и многие из нас, вы тоже, наверное, ничего особо не слышали, да, про ЮАР, когда, мы когда росли. Да, максимум это был Нельсон Мандела и чемпионат по футболу, да, в 2010 году. Это был вообще мой максимум, реально. Я не знала, как город вообще обстроен, как люди живут, вообще ничего не знала. Но до того, как мы вообще переехали, мы только встречались с мужем, я здесь была 3 раза уже до переезда. И это было в то время, когда россиянам еще нужна была виза сюда. Это было очень муторно. Это вообще как будто ты там в UK собираешься, или я не знаю. Вот. То есть сейчас безвизово? Сейчас безвизово на 3 месяца. Вот, главная информация. Красота. Так много русских приехало, и все так прямо полюбили ЮАР. Мне кажется, ЮАР только сейчас начинает открываться людям. Потому что я когда первый раз приехала, я ожидала реально увидеть, наверное, Африку, которую мы знаем, да? Африка, которая вот в разрухе, да, там ни туалета, ничего, там львы, так что о нас думают, мы тоже, наверное, о них тоже думали, да, то, что вот там все плохо, нет образования, медицина, но я приехала, это будет очень странный пример, но вот первый знак, что я знала, что тут очень так цивилизованно, когда я прилетела в аэропорт ОАР Тамбо в Йоханнесбурге, да, я пошла в туалет, потому что мне было не втерпешь после самолета, я пошла, и там такая чистота, вы не представляете, и там вообще и кушать можно, там стоят люди и вообще ждут, пока ты закончишь, и после каждого человека там начинают все мыть, убирать, короче. Вот вы знаете, да, как в России, в Якутске какие туалеты, да, у нас? Да. Извините за выражение, такие раздолбанные, там грязно, никто не убирает, да, как бы. Но не везде. Я вот приехала в аэропорт, и я вообще офигела. Я увидела, как все чисто, все современно, такие дома, здания, такие все застекленное, все чисто-чисто вообще, очень чисто. И везде асфальтовая дорога, короче, везде, куда ты поедешь в городе Йоханнесбург. Вот реально, там нет вот таких плохих дорог, по говну, там, извините, по лужам там не поездишь, да, все вообще цивильно, все красиво, везде свет, везде освещение уличное, короче, вот. Почти Вегас. Короче, я подумала, что уровень жизни тут явно выше, чем у нас даже в России. Да, поэтому вот когда вот люди приезжали сюда, вот мои друзья, родственники на нашу свадьбу, они вообще очень удивились. То есть они ожидали они думали, они приедут эти всякие, знаете, племена там будут танцевать вокруг них. Тут такого не было. Вот.
И Какие города ты уже успела посетить? Ой, хорошо. вот. Я была не в очень много городах, чисто в таких вот больших городах, как Кейптаун, как Дурбан, Йоханнесбург, Блумфонтейн. Ну, всякие такие города, через которые вот проезжаешь, да, мы вот любим с мужем ездить в Кейптаун с Йоханнесбурга на машине. Ну, это 12 часов, но мы любим автотрипы всякие. Вот, и по пути там заезжаешь во всякие старые городки такие, знаете, такой вайб такой, олдскульный такой, знаете. Вот. И как Европа, такие маленькие европейские городки такие. Как Вот. Великобритания, Ну, да? очень красиво. Очень красиво все. А есть у вас там серфинг? Да, что? Серфинг есть у вас? Серфинг? Да, вот в Кейптауне очень популярный серфинг, но я к этому вообще никак не отношусь, поэтому мало что знаю об этом. Да. Только знаю, что им холодно, но они все равно там, в океане, даже несмотря на акул. Наташа, на каком языке ты говоришь со своим мужем? Мы говорим по-английски, потому что официальный язык тут, по идее, английский. Вообще абсолютно все говорят на английском здесь. Абсолютно все. В школе преподают на английском, документы все на английском, передачи, все на английском языке, абсолютно. Газеты, все на английском. Как вы знаете, в ЮАР 11 официальных языков, аж 11. Да, это все языки племенные, как бы, да, которые здесь были до колонизации. Вот. И плюс английский, африканс языки тоже, ну, официальные считаются. Вот, допустим, моя свекровь, ее зовут Гвен, она вот говорит на 4 языках свободно. Wow. Вот мой свекор, его зовут Саймон, он говорит на 6 языках свободно. Вот так вот. И они так общаются, как бы смешивая, как мы смешиваем там якутский с русским, да, языком, они также смешивают все, также говорят, да. А вот вопрос, например, я ребенок пошел в школу, и все эти 11 языков я должен выучить? Нет, нет, это зависит от вашей семьи. Да, это зависит от вашей семьи. Допустим, моя семья, тут как считается, по мужу считается, да? Ну, твоя национальность считается по мужу здесь. То бишь мой сын, он по паспорту, он свази, потому что предки наши, они были из Свазиленда. Это маленькая страна, королевство рядом с ЮАР находится, да? Вот. Дома они разговаривают на языке зулу. Я тоже немножко знаю, ну, говорю на этом языке. Ну, не говорю, а просто вот понимаю и могу ответить, да, там какие-то базовые слова. Но в основном мы в семье все общаемся на английском. Ну, из уважения ко мне они, конечно, говорят на английском, когда я присутствую. А вот между собой они, конечно, будут говорить на своем языке, как я буду говорить по-якутски с моим отцом, допустим. Да. Наташ, но в школе не обязательно, на выбор. Ну, английский обязательный и на выбор один из 11 языков или оставшихся 10? Да, один из 11 языков. Плюс они учат еще дополнительные иностранные языки, как французский, там, испанский. Вот. Очень много, короче, языков они учат здесь. Да. Да. Наташа, вопрос вот по крайней мере, я слышала, что некоторые языки из этих 11, да, они идут с кликом там, вот с таким звуком. Да. Вот я очень сразу интересно опережу вообще. вас. Я не могу, я еще не научилась. Это моя больная тема реально, потому что мой сын может уже эти звуки воспроизводить в 2 года, да, как бы он вообще... Агнен. А я не могу. Я не могу, у меня просто язык так не поворачивается. Да, то есть... Тогда ваш сын сколько языков будет знать?
якутский? Ну, я сейчас с ним пытаюсь говорить по-русски, да, потому что ему надо как-то общаться с моими родителями, с родственниками в России. Но каждый раз я, когда говорю по-русски, он такой смотрит на меня. What did you say? Я такая, ну ладно, потом выучу. Просто я пытаюсь его сильно много не давить, потому что потом он запутается и вообще не будет говорить, да? Главное, чтобы сейчас по-английски, и потом в 3 года мы потихоньку начнем. А по-якутски я вообще даже не берусь пока что, потому что у меня нет практики говорить по-якутски ни с кем здесь, и по-русски даже, да? Я тут практически одна, поэтому очень сложно, ну, нам с ним так, учить его нормально так, да. Поэтому он вообще English only. Кстати, про English. У нас очень много зрителей, друзей Наташи. Может, какой-то комментарий сделаем на английском? Давай. Хорошо. Go ahead. Hi guys, thank you for joining us tonight or today. Unfortunately, we're talking about Natasha's experience in Russian. So please, sorry, and we hope for your understanding. Thank you so much. Yeah, thank you for all the commenting. Natasha will translate you. Yes. And we're so happy that you're happy. Yes. Мы очень рады, что они тебя так поддерживают, столько сердечек отправляют и пишут, что да, это Наташа, Наташа наша невестка. Очень приятно такое читать. И сразу давай тогда вопросы, да, вот первый вопрос. Наташа, расскажи про украшения, пожалуйста, очень красиво. Вот, эти украшения южноафриканские, они из племени Ndebele. Вот, у них такие украшения. Вы, наверное, вот я, когда росла, я всегда видела на африканских женщинах вот такие вот украшения. Да, ага. И, которые еще... И мне было... И вот браслет такой тоже. Ага, шикарно. Ага. Как наши якутские украшения немножко даже. Ага. По стилю. Ну вот, мне очень нравится, мне кажется, это очень элегантно смотрится. Я везде, вообще, куда только можно, пытаюсь одевать, когда там ходим в гости, там, на дни рождения. Мне очень нравятся их традиционные наряды и вообще все, что связано с аутентичным видом. У нас же вопрос был про традиции, да, Вероника? Да, вот я думала, что ты спросишь сейчас про Наташино увлечение. Давайте перейдем к керамике, Наташа. Расскажи нам. Хорошо. Вот как раз вопрос поступил. Про чароны в африканском стиле расскажи, пожалуйста. Очень красивые стоят за тобой. Вот как раз. Хорошо. Вот я сейчас нахожусь в своей галерее в керамике. Называется Nkosi Ceramics. Это как бы наш семейный бизнес. Мы вообще все тут задействованы. И свекровь, и свекор, и муж, и невестка. Мы вообще чисто семейный бизнес. Ну, как слышится, так и понимается, в общем. Вот мы начали, когда мы только начали, мне просто, я вот скучала по дому, да, я думала, что можно сделать, ну, чорон, это вообще obvious, да, как бы. Первый чорон мы сделали такой в африканском стиле. Вау! Это я сама его слепила на гончарном круге и потом тоже раскрашивала сама. И такой интересный получился, да? Да, очень красиво. Очень. Потом второй я уже... Если вы видели нашу страницу по керамике, вы, наверное, знаете, что мы делаем объемную керамику. Не просто, да, присыпание, мы делаем объем. Вот цветы сардана, допустим, я слепила здесь. Ага, это как 3D, можно да? Потрогать. Вау. Да, как 3D. Можно потрогать тут, да. Тут у нас волк наш северный, потом мамонт, конечно же. Вот в таком стиле. И тоже здесь, я решила добавить африканскую тематику немножко. Ага. То есть такой микс прямо. Микс, да. Получается. И вот чашечку, которую я сделала тоже, рукоятка такая, раф.
Ага. И цветок сардана представляет Ух ты. Якутию. Ага. Вот. Классно. Все так, в таком Молодец, стиле. Мы Наташа. делаем такое все объемное, в африканском стиле. И большинство, что мы делаем, это вот такие вот вазы. Вау, вот это Ничего шикарно. себе. Да. Да, вот такие вазы делаем. Ага. Сейчас на нас работают уже 20 человек. Это художники, это скульпторы, это гончары, да, как бы. Вау. Ну, а мы с семьей, мы типа голова, бизнес, там, Ага. пиар. Да, вот Вот. расскажи, пожалуйста, немножко, как это происходит, как ты вообще проводишь все эти маркетинговые акции, как у тебя происходит сбыт продукции? Давайте я начну, как мы начали вообще, да? Ну, чтобы Ага. понятно было. Пришла идея. Во время первого вообще локдауна в мире, это прошлом когда году. было 2000... Да, 20, вот. да? Мы все приехали, короче, к моей свекрови, чтобы вместе всем на карантине сидеть. Не на карантине, а на локдауне, чтобы не скучно было, потому что нам даже нельзя было без пропуска в магазин съездить. Вот так вот было очень, очень сложно. Строго очень было. И во время локдауна мы просто сидели и такие, что делать? Ну, ничего, нечего делать, как бы, да, никто не работает. Вот, компании все позакрывались. И потом мы называем этот случай волей судьбы, потому что если легко приходит, значит, это суждено сбыться, да? Вот, мы ходили по антикварным магазинам, и просто там был БУ «Гончарный круг». Угу. Ну, до локдауна еще. И мы такие, ну, классно же, можно просто для хобби, типа, купить, да, он такой еще дешевый был. И мы просто его купили, домой завезли, он так и стоял. Потом локдаун случился, и делать нечего, мы просто стали экспериментировать, как бы, сами по Ютубу тупо, как бы, да, сами смотрели видео и там. И потом, по стечению времени, мы начали встречать каких-то людей, да, которые, типа, ну, людей, которые были в этом бизнесе, и начали нам подсказывать свои идеи, как продолжить бизнес, как вообще начать, с чего начать, что купить. И потом получилось так, что они в итоге сказали нам, что хотят продать свой бизнес нам. Угу. Вот, и мы купили не керамику, мы купили у них вот оборудование именно. Вот огромную печь, да, чтобы там спекать всю эту красоту. Вот, и все купили у них, и начали свой бизнес, открыли, оформили ИП, и так пошло-поехало, короче. Сложно ли оформить ИП в ЮАР? Сложно. Сложно, если у вас нет подходящей визы. Но если вы жена, или муж гражданина ЮАР, то можно все, что угодно можно. В принципе, да. Тем более у нас в ЮАР сейчас очень поддерживается женский бизнес. И бизнес для людей, которые, people of color, как по-русски сказать, да? Да. Вот. И мы попадаем под эту категорию, как бы, и нам было легче получить вот тендеры и всякие такие, денежные, как сказать, плюшки, да, которые нам очень помогли. И вот вы знаете компанию Home Goods в Америке? Да. Вот, у нас с ними сейчас контракт, и в сентябре мы отправляем 450 ваз в Америку, которые будут продаваться в ноябре в Home Goods в магазинах по всей Америке. Наташа, дай знать, я прямо буду охотиться. Да, хорошо. Спасибо. Вопрос, сколько занимает вообще по времени изготовление одной вазы? Вот, допустим, здесь у меня ваза, которая едет в Америку, да? Они все одинаковые будут, 450 ваз таких. Ага. Вот, одна ваза займет 20 дней для изготовления.
Но так как у нас печь наша очень большая, мы туда можем положить где-то от 30 штук за раз, да? И эта печь печется 12 часов беспрерывно при градусе 1060-1120 градусов Цельсия, по Цельсию. Вот, поэтому... А местные художники как реагируют на сардану, на форму чарана, мамонтов? Конечно, они никогда не видели такую форму, как у нас. Да. Сначала они думают, что это? Я сначала сама не знала, как ответить, потому что я с этим выросла, да, это было дано нам, да. Как бы, да. Я им объясняла, вот это священный сосуд. Традиционный. Да, очень много значения в нем, вот все, что на нем, вот всякие узоры, это все имеет значение, как бы, да. Ну, вот именно чароны они не сделали ни разу, я сама их делала лично. Поэтому они как бы, они вообще никогда не видели вот такой вот формы, поэтому им сложно ее воспринимать, да, как бы. Но было очень интересно, они говорили, вот мы всегда лепим слонов, да, на вазах, а у тебя мамонты одно и то же практически. С разницей, да, в несколько тысяч лет? Да, с разницей. Да, есть такое. Как круто, Наташа. Да, вообще, прям невероятная новость. И вот эти вот вазы, которые вы изготавливаете, это у них считается традиционным сосудом. Вот я как раз хочу перейти к вопросу о культуре. Какой у тебя был культурный шок, вообще в целом культуры и традиции ЮАР. И, конечно же, я не могу не спросить о такой философии жизни южноафриканской или вообще африканской убунту. Нет, скорее южноафриканской. Как ты к ней относишься? Как вы, как семья, понимаете? Вот, убунту, дословный перевод — это человечность. Быть человеком, быть эмпатичным человеком, не просто, а вот помогать, да. Есть такое выражение на английском: it takes a village to raise a child. Да, это и есть убунту. То бишь, people of color, они приходят все вместе и держатся друг за друга, да. Убунту значит помогать другому. Вот я когда приехала в ЮАР, я была в шоке, потому что все друг другу улыбаются, все хотят знать, как у тебя дела. А я выросла вот в таком как сказать, что, не лезьте в чужую жизнь, да, там, лишний раз не улыбнешься никому. А вот в ЮАР именно все улыбаются, все здороваются, все хотят помочь чем-то. Вот это и есть убунту здесь. Да. Это и есть вот помогать и быть вместе как нация, как народ вместе. Наташа, вот ты несколько раз упомянула слово minority, да? People of color. Например, в США это вот мы, да, people of color. Да. То же самое, что афроамериканцы people of color, латиносы people of color. А в ЮАР я слышала, что китайцы считаются people of color, да, азиаты. Все, кто не белый, это people of color в ЮАР. Окей, так же, в принципе. Я потому что думала, может, немножко другая перспектива в плане, потому что... Окей. Да, то же самое, что и в Америке. Если ты не белый, если ты не блондин, там, не голубоглазый, ты people of color. Да. Несмотря на то, что в целом страна... основное население... Основное население — это африканцы темнокожие, да, 80%. Белого населения сейчас уже меньше, потому что очень много молодых людей белого происхождения, они пытаются переехать в основном в Австралию, в Новую Зеландию, там, в Канаду, да, в UK. Очень много, и у всех, почти у всех белых людей здесь, у них есть двойные паспорта, да, то бишь они могут просто в любой момент просто взять и уехать, да, когда захотят. Вот. А второй паспорт какой? Великобритания? В основном разные.
разные. Очень много из UK или австралийских паспортов, или там Франции даже. Короче, вот из Европы, да, иммигранты, когда они приехали давным-давно, Да, мигранты, и они, короче, колонизация. обосновались, и сейчас их дети, это, получается, наследники, и можно получить им паспорта только потому, что у вас есть связь были родственники в UK когда-то. Да. А вот вопрос поступил, где живут молодые люди? Прости, я перебила. Я не поняла вопрос, в смысле молодые люди? Да, вот где живут молодые люди, может быть, наверное, как? В плане, допустим, там ипотека, снимают жилье, покупают жилье. Ну да, тут у нас тоже есть такое, как ипотека, но с банком, да. Работают так же, как и в России, в принципе. Тоже надо там отдавать налог банку, туда-сюда. Да, в основном молодые люди живут в съемных квартирах, как студии. У нас очень много новостроек в Йоханнесбурге с маленькими апартаментами, да, можно сказать. Но в основном, как и Австралия, ЮАР — это одноэтажные джунгли, можно так сказать. Дома в основном одноэтажные, двухэтажные максимум. Ну и апарты, наверное, максимум будут пятиэтажные, без лифта, без ничего, как бы, да, обычные. Да. 5 этажей максимум. Вот. Мы живем в своем доме, у нас везде тоже, если у вас одноэтажный дом, вы живете в gated community, то бишь у вас есть охранник, у вас есть одни ворота на всех. У нас, допустим, комплекс из 100 домов. Да? Мы платим... Да, все, мы все вместе, у нас одни ворота, одни там эти... Охрана. Все, короче, да. Мне так нравится, так безопаснее. Вы, наверное, слышали, что у нас тут криминал, да, есть? Есть такое? Да. Есть такое, да. Но сейчас, как ЮАР, еще, можно сказать, она очень молодая. Апартейд только закончился в 1994 году, наверное, да? Это очень, вот сколько мне было, 3 года в 1994 году. А у них только дали права темнокожим и people of color, да, только им дали права. Поэтому я считаю, что ЮАР — это очень молодая страна. Поэтому сейчас все развивается, все идет к лучшему, я думаю. Просто люди учатся жить. Да. А вот об этом не принято говорить, да, про прошлое? Принято, очень даже принято. Принято, да. Можно говорить. Вот у нас сейчас расизм, да, в ЮАР, он считается нелегальным. Если вас поймают на том, что вы расист, да, вас реально в тюрьму отправят на года 2-5 лет. Да, вот. Поэтому в этом плане здесь безопасно для людей, как мы, допустим, да, приезжих там из других стран, потому что ты не чувствуешь себя здесь как белая ворона, тебя никто не обзовет узкоглазым, тебя никто не обзовет там «Привет, суши, привет, кимчи», типа, да, там никто тебе такого не скажет никогда. Поэтому мне нравится здесь то, что люди учатся быть толерантными. Можно сказать, толерантными, colorblind даже можно сказать. Вот. Поэтому, как вы знаете, Нельсон Мандела всегда топил за это именно, за то, чтобы люди были Rainbow Nation, за то, что люди были бы вместе. Он всегда вот просил темнокожее население страны, да, не судить потомков белых, да, за грехи их отцов, да, чтобы он учил свой народ прощать и принимать, да. Вот, он всегда говорил то, что расизм и ненависть, люди с этим не рождаются, тебя этому учат, как бы, да. И он был вот таким человеком. Вот моя свекровь, допустим, до сих пор, когда говорит о нем, у нее слезы выступают, потому что вот как это такое большое значение имеет, да, вот этот человек в их жизни,
который их реально освободил из скандалов буквально, да? Вот, поэтому, да, тема расизма Нельсона Манделы, можно об этом говорить, конечно, но белое население ЮАР не любит об этом говорить, потому что, ну, конечно, это были их предки, да, которые, ну, все это творили, делали, и они не любят об этом распространяться, потому что не хотят попасть там под огонь, да, какой-то негатива. То есть, на твой взгляд, сейчас довольно-таки жизнь уже такая сбалансированная, особо никто никого ни за что не винит, по крайней мере, сильно открыто. Ну, конечно, есть такие тугие люди, которые будут использовать, да, расизм в их пользу, да, но адекватных людей здесь больше, и они как бы, вот мой муж, он классический пример поколения Нельсона Манделы, да, он вырос сознанием того, что мы все равны, мы все люди, мы все под кожей одного цвета, да, красного с кровью. Поэтому для него это было так. Он хочет, чтобы его страна процветала как толерантная страна, как страна, которая не видит никаких плохих там отличий, да, вот. Большинство вот моих друзей в ЮАР, они такие белые, индусы, азиаты, они все так думают. Спасибо, Наташа. У нас еще вопрос про Нельсона Манделу, Мадибу. Как увековечили его память? Есть ли улицы или там памятники? Самый большой памятник, который был сделан для Нельсона Манделы, это музей апартеида. Он находится в Йоханнесбурге. Я там была 3 раза, аж 3 раза, потому что первый раз я была как турист, второй раз я была как гид для своих же, и третий раз тоже. Кто-нибудь приезжает, я сразу их туда веду. Ну, чтобы понять ЮАР, вам нужно попасть в этот музей, да? Чтобы вот вообще понять вообще всю историю того, что здесь творилось, потому что в СМИ они никогда не будут там в мировых СМИ говорить о таких жутких вещах. Вот если вы посетите музей, все, кого я приводила туда, уходили оттуда со слезами, ну и пониманием, конечно же. Да, это самый большой поступок, который они сделали для Нельсона Манделы, ну, чтобы его слово жило, да, чтобы люди знали, за что он вообще был. Боролся. Да. Боролся, да. Ну, еще, кстати, в ЮАР мы стали сейчас менять древние, ну, колонистские названия дорог, там, городов. Мы их начали менять на традиционные зулу, там, имена, как бы, да, давать названия на традиционном языке, что очень радует, кстати. Да. Да. Вернемся к традициям. Как встречают Новый год? Новый год здесь чисто формальность. Большинство здесь празднуют Рождество, Крисмас. Но в моей семье мы не празднуем особо такие праздники. Слышно, да? Да. Просто семейный ужин, елочку тут никто не наряжает, тут и нет елочки, наверное. Мы в прошлый раз пальму наряжали, чисто из-за прикола. Вот. А Новый год все идут на ужин просто куда-нибудь там в ресторан. А Рождество принято справлять с семьей дома. Потому что, например, в Бразилии они идут к океану, на пляж, именно 31 декабря. Нет, у нас такого нет. Нет. Ты сказала, ну да, у тебя максимум... была... Да? Да, продолжай. Нет, я говорю, максимум, что мы делаем на Рождество, это мы лежим в бассейне, потому что очень жарко.
А какие праздники вы традиционно празднуете? Что для вас важно? Какие праздники важны для вашей семьи? У нас самый большой праздник для нашей семьи – это день рождения Нельсона Манделы. Ага. И еще День независимости и День традиций, он называется, да? Это когда все, кто хочет, одевают свои традиционные одежды, да, откуда бы они ни были. Ага. И вот так вот весь день ходят, короче. И у нас очень такая традиция, как у нас у россиян шашлыки, у юаровцев мы это называем барбекю, но это называется брай. Брай. Да, брай, да. Каждые выходные, каждые праздники без этого не обходятся. Это африканцы и мясо, это что-то с чем-то. Они это дело очень любят. И даже есть Bride Day, это называется, это реально официальный день, когда не надо ходить на работу, потому что вы будете делать барбекю с семьей. Да. Интересно. А вот какие традиции тебя удивили, приятно удивили? Ну, сказать, может, что сразу меня что-то удивило, не могу, потому что когда я только приехала, все для меня было новое, я не знала, как к всему реагировать. Привыкала очень долго, и вот даже до сих пор я вот иногда сижу и думаю, ну это, наверное, так было. Ну, когда восприятие приходит потом уже, да, культура и традиции, я уже ловлю себя на мысли, что я живу как южноафриканцы, да. Ну, как бы уже такой... Менталитет, конечно, не меняется, но просто привычки... Традиция у них такая тут богатая, 11 языков, и у каждого языка своя культура, своя традиция. Поэтому такая каша, что я не могу прямо ответить, потому что очень много всего. У каждой культуры, у каждого языка своя традиция, у каждого племени своя культура какая-то, свой язык, что они делают. Вот. Ну, как-то так. Из традиций это было для меня шок, когда мой сын родился, и мы должны были ему подстричь волосы, когда ему исполнился год. Нам привезли овцу, чтобы зарезать. Ага. Это такая традиция, да, чтобы волосы срезать и овцу срезать, как бы плохо это не звучало. Вот. Да. И на нашу свадьбу один из родственников моего мужа привез нам целую корову, чтобы кормить гостей. Вот это вот именно такая традиция, ты должен прийти со своим чем-то. И тоже есть такая традиция, когда южноафриканцы женятся, да, вот именно темнокожие, жених должен заплатить за невесту, можно так сказать, если грубо, да? Ага. И это может быть в деньгах, это может быть в коровах, это может быть в машинах, во всем, что угодно, что можете себе позволить, получается. Но мы эту традицию не делали, потому что я же не из ЮАР, да, я из Якутии, и мой папа так смешно отреагировал. Я не буду тебя продавать, он сказал. Это не продажа, это традиция, это культура. Он такой, нет, короче, мы это не делали в итоге. И размер, кстати, размер платы за невесту, это если у нее ребенок, допустим, если у нее высшее образование, там, если у нее там это, то да сё, короче, цена растет по мере твоего вообще, что у тебя за спиной вообще есть, как невеста. Да. Интересно. А вот, получается, живую корову приносят и прямо там же режут? Да. Но женщинам, по идее, нельзя присутствовать, при этом должен жених убить эту корову перед свадьбой. Вау. Да. Вот. А мой муж такой, ну, в смысле, ну, он вырос в городе, да, получается, с детства. И для него это было вообще очень новое такое все. Ну,
для нас, да, для нас, для якутов это нормально, мы выросли с тем, что там... Да, напоминает. Да, напоминает наше что-то, да. Кстати, из еды у них очень похоже с нашей, с нашей кухней, да, с якутской. Они тоже едят там хан, потроха, ну, все Да, такое. вот у нас был такой вопрос как раз про еду. Да, Насколько очень еда похоже. похожа. Да, и поэтому для меня не было никакой проблемы. И все удивлялись, когда я здесь была. Они говорят, тебе это нравится, что ли? Типа, даже многие южноафриканцы не любят так, потому что я говорю, ну да, я вообще об этом скучала, я люблю это все дело. Поэтому... Давай добавку. Да, добавку, пожалуйста, это было классно. Еще есть, типа. Да, вообще Любимое легко, я блюдо. буду тут жить. Остаюсь. Да, вообще остаюсь. А ты пробовала мясо льва, зебры, жирафа? Львов нельзя убивать, Ага. во-первых. Слонов нельзя убивать. Ну и жирафов. Ну и носорогов, конечно же, да, потому что они практически вымерли. И тут очень большая проблема с именно браконьеров много. Из-за этого, да, вот. А так я пробовала мясо антилопы, мясо зебры. Зебра мясо очень похоже на нашу жеребятину, кстати. Да, ты что? Да. Ага. И мясо крокодила очень похоже на курицу, как ни странно, и рыба. Курица и рыба вместе как будто бы. И, короче, я пробовала очень много подтипов антилоп именно, которые есть в ЮАР. Это деликатес. Тут есть специальные рестораны, в которых просто как в бразильских ресторанах вам приносят вот прямо целую тушу, да, и там сразу на тарелку вам режут. Ага. Очень интересно, в общем, да. Из рыбы, например, акула. Есть тоже такое, но не приветствуется. Как знаете, в ЮАР люди очень осознанны в потреблении. Да, они хотят сохранить как можно больше вот, ну, таких вот видов, да? Видов, да, подвидов, видов животных, там, млекопитающих. Поэтому акулу, наверное, найти очень сложно будет. Я не пробовала, даже не слышала. Морепродукты мы получаем, но они, конечно, не такие свежие, как в Кейптауне, да? Там рядом с морем. Поэтому у нас в Йоханнесбурге, наше население в Йоханнесбурге, именно в городе, большинство темнокожего населения. В Кейптауне больше белых людей живет, да? А в Дурбане больше индусов живет, как бы. Вот, в Йоханнесбурге мы едим очень много мяса, именно красного мяса. Это наша специальность здесь. А Кейптаун славится тогда морепродуктами. Да, морепродукты, свежие, да, очень там вкусно. Ага. А какое твое любимое блюдо из южноафриканского? Ага, сейчас не упадите, но мое самое любимое блюдо – это хвост быка. Интересно. Его так режут, короче, да, и как стью, как сказать, стью, как жаркое. Жаркое, да? Да, как жаркое, и с красным вином, с винным соусом, это очень-очень вкусно. И с картошкой. Да. Морковка, они тут картошку не любят, у них есть специальная, как сказать, кашица, которая делается из кукурузы, да, это называется пап. Такая белая масса. И ее обычно едят руками и макают в этот стью. Интересно. А из десертов? Из десертов тут самое популярное это малва пудинг. Слышали? Нет. Это немного английское. Да, более такое английское, но это их go-to dessert, как сказать, не знаю. Везде, куда ни пойдешь, это малва пудинг и кастард. Я не знаю, как по-русски кастард, я так и не нашла. Кастард, в общем, это из яичного желтка. Да.
Ну, у нас просто такого нет в России, у них тут вообще везде, да. Мгм. А вот со времен Англии что-нибудь осталось? Там статуя королевы Виктории или... Нет, такого нет, не видела. Вот Англия, мы когда стали независимыми от Англии, это было в 1960-х, наверное, годах, да? И сразу потом начался апартеид, короче, Да. голландские колонизаторы, которые здесь уже были, да? Ну, они как бы захватили и вытеснили Англию из ЮАР. Поэтому более у нас такие, у нас очень городки такие маленькие, они похожи на Голландию, наверное, можно сказать, на Данию даже. Вот. И у нас больше от них чего-то, чем от Англии. Осталось. Интересно. Да. Но благодаря, наверное, Англии образование, здравоохранение на Английский таком... язык. Да, английский Ну, язык. английский, да, они оставили нам английский язык, но Хотя, насчет наверное, нельзя образования благодарить. не скажу. Образование, нам надо сказать спасибо Нельсону Манделе, потому что образование было доступно только для белых жителей до 1994 года. Вау. Вот. И да, были школы, но они же были не такие лучшие, как для белых, да, людей. Медицина была не такая хорошая, как у белых людей. Они же выселили, ну, темнокожих на свои районы, да, и там, ну, знаете, наверное, это как в Америке, где темнокожие живут, да, там инфраструктура не очень развита, и некуда сходить, нету никаких кружков для детей, ничего нет такого, да, как бы. Что Вот называется это... системный расизм. Да, системный расизм, да, вот. Только сейчас мы начинаем расти как нация, у нас больше появляется темнокожих образованных людей, да, получается. За счет этого страна растет, да. А много ли азиатов в Йоханнесбурге? Общаешься ли ты с земляками из России? Да. Азиатов, здесь есть очень много азиатов из Китая именно, да. Немножко корейцев. Они везде. Японцев вообще я не встречала, кстати, здесь. Китайцев много, да, и в основном китайцы что делают? Открывают Чайнатауны, да, как бы. Там магазины, свои районы тоже у них есть. Допустим, в районе, в котором я живу, тут больше 50 на 50 белого и темнокожего населения. Азиатов я тут вообще мало видела в этом именно районе. Я иногда одна азиатка в ресторане бываю. Yes. Вот. Так, Вероника, еще вопрос у тебя? У меня, значит, что, про кухню мы спросили. Да, и у меня, наверное, мой последний вопрос дальше. Коля поспрашивает. Давай поговорим, наверное, о бриллиантах. Хорошо. Как девушка с девушкой, да? Как относится к алмазной промышленности, в целом к индустрии бриллиантов, так как Дебирс это прям, ну, наверное, визитная карточка ЮАР, и все, когда говорят ЮАР, думают Дебирс. Вот. Дебирс это самая крупная компания бриллиантов, но эта компания принадлежит не нам, к сожалению. Она принадлежит большинству, 30%, даже не 30, 15%, даже меньше принадлежит ЮАР. Остальное принадлежит Великобритании практически. Да? Мы не видим этих денег особо здесь, как и в Якутске, наверное, в Якутии. Но из-за того, что вот у них есть здесь компании, они предоставляют как бы обучение бесплатное для местного населения. Они обучают профессии, да, тоже. Быть шахтером, там, да, ну, такая профессия. По добыче, да. В этом плане это хорошо, что они, ну, как бы тратят свои же деньги на бесплатное обучение местных. Вот в этом плане это хорошо. А вот в общем,
особо не чувствуется никаких бриллиантов. Они также дорого здесь стоят, очень дорого. У нас нет тут скидок на них вообще, хотя должно быть. Да, поэтому особо ничего не могу сказать, потому что, ну, нас это не касается особо как страны. Да. А вот образование школьное, ну, и детский сад, например, они платные? Абсолютно все здесь платное, начиная от рождения ребенка. Абсолютно все платное. Очень сложно с этим для населения, которые малоимущие, да, вот именно темнокожие, да, они не могут себе позволить вот реально пойти в садик даже. Да, не говорю уже о школе, там, университетах, да, все абсолютно все платно. И намного дороже, чем в России. Да, очень дорого. А, Наташа, в целом, в среднем сколько детей в одной семье? Вот среднестатистическая семья, где-то 2-3 ребенка, это норма. Да, но вот в бедных семьях почему-то я наблюдаю, что у них очень много детей, но хотя у них от государства вообще нет помощи никакой. Ну вот я читала, что это зависит от именно контрацепции, да, что они не знают, для них нет доступа к этому, поэтому да, чем беднее, не образованы тем в этом детей. плане. Да. Поэтому, меня... ну, да. У меня новость. Прошел час. Ага. Как быстро летит время. Ага. Давай тогда. Я вам хотела быстренько показать одну вещь, да. Давай. Которой Или мы уже делаем вторую часть? Я горжусь. А? Не знаю, мне кажется, можем попробовать чуть-чуть побыть, подольше, потому да? что... Давай, рискнем. Хорошо. Я хотела показать свою гордость, потому что, ну, я считаю, что не каждый может приехать в чужую страну и начать бизнес там, да, успешный. Вот, к нам один раз приехала жена бывшего президента ЮАР. Просто узнала откуда-то и приехала покупать, ну, керамику, да. Это жена Табу Мбеки. Ее зовут Занель Мбеки, и она купила вот нашу такую, как сказать, огромный чайник, который мы сделали специально для нее. Она заказала, да? Вот он. Вау! Сейчас у них открывается национальная библиотека имени Табу Мбеки, президента, и она будет выставляться там. Вау! Поздравляю, Наташа, это прям супер. вообще. Спасибо. И работа сама не похвалишь, никто не похвалит, это шутка. Конечно. Молодец. Спасибо. Вот. Очень много известных людей к нам сюда приходило, я была в шоке, потому что в России я ни разу никого известного не встречала. Сюда приехала, и каждый месяц кого-то встречаю, это вообще так круто. Да, вот. Здорово прям. Наташа, вот еще вопрос про туризм. Да. Вот мы, например, с Вероникой прилетели к тебе в ЮАР. Да. Куда мы пойдем? Очень скоро. Очень скоро? Я буду ждать. Ну, первое, конечно, я, как уже сказала, это музей, да, апартейда, как я говорила уже. Второе, я бы посетила тоже в Йоханнесбурге, находится это Cradle of Humankind, это колыбель человечества. Как вы знаете, в ЮАР был обнаружен самый древний скелет, да, человека. Вот, там очень классно тоже, советую посетить. Конечно же, сафари, как же без него. Сафари у нас бывают разные. Мы любим то, которое вот ты на своей машине приехал, на своей машине езжай по сафари, да, как бы. Вот если вы именно турист, то вам, конечно же, предоставят, знаете, такие машины, как клетки. Вы в клетке. И там львы туда-сюда, короче, гоняют. И очень страшно, потому что, знаете, какой лев, да, сильный, он же вообще сразу все сломает там. Вот, поэтому такие ощущения именно непередаваемые. И там просто ходят жирафы сами по себе, ты можешь к ним подойти, они вам ничего не сделают. Вот.
Очень интересно. Вот. Третье, я бы посетила Sun City Casino. Это находится в 50, может, 60 километрах от Йоханнесбурга. Это огромное казино с теплым бассейном. Это как курорт, короче, in the middle of nowhere, можно так сказать. Вот. Этот Sun City, говорят, Майкл Джексон хотел когда-то давно купить еще и превратить в аттракцион, типа. Да. Это очень там красиво тоже. А потом я бы посетила, конечно же, Кейптаун, Атлантический океан. Кейптаун — это вообще очень такой красивый город. Там много всего. Столовая гора. Рядом с Кейптауном есть еще городок с колонией пингвинов. Вы знаете, что у нас в ЮАР есть пингвины тоже. Они живут в Саймонстаун. Да, такие миленькие. И вы реально можете туда просто пойти и рядом с ними реально ходить. Они такие маленькие, да? Да, они маленькие, такие, такие сладкие, маленькие и вонючие. Cute. Да. Вот. Потом я бы посетила Дурбан. Это город, находится на Индийском океане именно. Да? Вот там, вот если вы приезжаете сюда именно вот как отдохнуть, искупнуться, да, вот это идеальный город для вас. Там всегда плюс 30 чуть ли не, даже зимой. Видите, да, какой контраст между городами? Да, это уже другая сторона. Да, и мне когда муж говорит, хотелось бы уехать куда-то в отпуск, я говорю, какой отпуск? Ты живешь в ЮАР, да, как бы, мне хватит съездить в Дурбан или в Кейптаун, для меня это уже отпуск, как бы. Вот. В общем, очень много всего можно посетить. Минимум месяц в ЮАР. Минимум месяц в ЮАР вам надо смотреть. Ну, плюс еще карантин 2 недели. Это вообще. Так? Наташа, да, карантин, Наташа поступает конечно, звонки, да. или? Да. Бизнес-вумен. А у вас белые ночи или темные? У нас прямо в 5:30 уже тьма, как будто вообще тьма тьмой вообще. Как будто не 5 вечера, а все 9-10 вечера, короче. Да. И издержки экватора, так сказать. Да. Я вот так вот прямо скучаю по белым ночам в Якутии. Очень интересное явление. Вот когда на свадьбу к нам тоже 30 человек из ЮАР мы привезли на нашу свадьбу в Якутске. Они были в шоке. Они сказали, что они спать не могут. Да, они сказали, что они не могут спать. Они запутались, что сейчас день, ночь, утро. Короче. Да. Было очень Наташ, смешно. по какому маршруту вы их везли? Как из Якутии попасть в Йоханнесбург? Из Якутии в Йоханнесбург легче всего через Дубай, конечно, перелет, да? Москва, да? Дубай, ЮАР. И туда 10 часов примерно. Ну, да, как-то так. Было время, когда я из Пекина летела в ЮАР, прямой рейс. Мы летели 18 часов. Да, 3 раза поспали. Вообще всю жизнь там прожили в самолете. С ними познакомились. Да. Да, именно так. Наверное, очень многим будет интересно узнать впечатление семьи Сихле о Якутии. Что им понравилось? Вообще, как они... Да. Как они себя чувствовали? В общем, расскажу про мужа сначала, потому что он уже был в 2015 году в Якутске зимой, это был февраль месяц. Ой. Отчаянный жених. Да, это был вообще культурный шок,
сказать, ничего не сказать. Он вышел из самолета, а у нас же рукавов нету там, да? Точно. Из Китая прилетели сразу в Якутск, короче, и рукава нет. И ты сразу выходишь в холод, короче, из самолета. И он шоканулся. Он говорит: посмотри на мой рот, типа там столько пара. Прямо бегал по снегу, как ребенок. Вот ребенку покажите что-то такое, да, вот невероятное, он также будет. Вот у него была такая реакция, он был в шоке. Потом мой папа его возил на рыбалку снежную тоже. И мой папа говорит, муж мой мне рассказывает, я, короче, снял шапку, потому что было жарко. И на меня наорал твой отец, типа, да? Я говорю, ты что делаешь? Скажи, пожалуйста, там менингит заработать. Нельзя вообще шапку никогда снимать его в Якутии. Ну, для них, видите, да, для них это вообще что-то новое, а он не знает, куда податься, что сделать, да? А вот его родители, они мне сразу сказали, свадьба либо летом, либо никогда. Они вообще не переносят холод вообще никак. Даже вот летом они с собой привезли пальто, куртки, короче. На всякий случай, да. На всякий случай. И ни разу не одели, чисто одели, когда мы поехали на Булус с ними. Вот. Короче, они про Россию думают, что всегда холодно, там очень везде снег. И в шоке были, что в Якутске может быть плюс 30 градусов летом. Да. Вот так. То есть, можно сказать, они поехали из своей зимы в наше лето. Да. Кстати. Такая же температура, можно сказать, шутка. Ну, да, в августе. В Якутске же прохладно становится тоже. Устала ли ты переводить с английского на русский, на якутский? Во время свадьбы это был такой тот еще челлендж, да? Потому что, ну, благо у меня со мной были мои друзья, мои родственники, которые тоже говорят по-английски, они мне давали время передохнуть. А так это была очень интересная свадьба, можно так сказать. Знаете, не как в фильмах, ты просыпаешься, вся такая красивая, да, сразу все здесь, все сделано. Нет. Вот именно когда выходишь замуж за иностранца, нужно быть готовым к тому, что надо быть посередине, как бы, двух семей, и как бы всем все объяснить, да. Это очень сложно. И у всех там недопонимание, они не говорят по-русски, мои не говорят по-английски, да, как бы это очень было сложно в этом плане. Зато у каждого сейчас есть стимул выучить новый язык. Да, мои родители даже начали ходить на курсы английского в Якутске, чтобы разговаривать с родственниками. Мой папа тоже до приезда читал словарь. Да. А вот семья мужа, как и Москва? Вот когда мы поженились, это же был чемпионат по футболу в Москве как раз, в России. Вау. Да. Короче, они там отжигали не по-детски. Им все понравилось. Так много иностранцев везде, волонтеры, которые по-английски говорят и помогают всем иностранцам. Короче, им очень все понравилось. Супер. Да. То есть это был 2018, да, год? Да. Мы поженились в ЮАР в 2017, ну, чисто расписались, да? А в 2018 году у нас уже была, ну, как бы, свадьба свадьбой, да, для людей. Здорово. Здорово. Так, ну, на вопросы мы все ответили. Коля, тут один был вопрос про цены, или не будем? Да. Дорогой ли бензин, электричество, говядина? Сколько стоит? В курсе? Хорошо. Насчет бензина я сразу скажу, что люди здесь жалуются на стоимость бензина. Можно я сейчас быстренько переведу, да, допустим? 17 рен за литр бензина, это сколько? Это у нас 86 рублей за литр. Это дорого? Кажется, это дорого. Да, это дорого. У нас, значит, за галлон это $4. Галлон это 4 литра.
Я Мы потерялась. наслышаны, что в Америке очень дешевый бензин, да. И очень Относительно, да. завидуем. Да. У нас же тут такие большие расстояния, как в Австралии, как в Америке, да, туда-сюда надо всегда на машине ехать. Автобаны везде. Поэтому бензин решает вообще все, да. И я вам скажу, что продукты тоже не из дешевых здесь. Дорого все стоит. Но если, допустим, отъедете в другие районы, когда куда-нибудь, там будет, конечно, дешевле. Там дешевле покупать у фермеров, допустим. Ага. Все, да. А насчет электроэнергии тоже тот же вопрос. Ну вот, электроэнергия. У нас есть такая проблема, когда у нас в стране иногда отключают свет в течение недели каждый день по 2 часа, да? В это время, пока у нас отключают свет, это значит, мы поставляем наше электричество в соседние страны, как будто бы. А, Да, вот, мы сами не понимаем, почему мы должны страдать, да, из-за другой страны. Это Ubuntu, наверное. Ну да, наверное, вот. Поэтому у всех здесь газ, там у нас дома у всех есть камин, ну, маленькие камины у всех, да, чтобы, ну, тепло было, согреться. Снять жилье здесь очень дорого, и мне кажется, допустим, однокомнатная студия или просто студия будет стоить где-то 6 тысяч рент, это минимум. Это у нас 30 тысяч рублей за однушку в месяц. Как бы. Я не знаю, как сейчас в России обстоят с этим. Ага. Ну вот я вижу тут вопрос про среднюю зарплату. Средняя зарплата это где-то 10-12 тысяч рент. Это где-то 50 тысяч рублей, наверное. Да? Ага. То есть примерно Вот. так же, как в Якутии, или в Якутии она... Ну, примерно, да? В Якутии зависит мне от говорили, образования, что зависит... Да, в Якутии мне говорили, что неоправданно очень дорого все. Да. Именно за недвижимость. Угу. Я считаю, что в Якутии мы не должны платить так много за то, что мы получаем там, да, за сервис и все такое, потому что за такие же деньги в ЮАР можно получить новую квартиру, да, снимать, и она очень чистая, там ничего там нет, там, ну, вид везде хороший. У нас Йоханнесбург называют джунглями, да, потому что у нас очень много растительности здесь, и свежий воздух, у нас никогда не бывает pollution или там загрязнение воздуха. Да. Вот если вы увидите, да, карту вот именно Йоханнесбурга, вы увидите везде вообще дома спрятаны между большими деревьями. Это очень красиво. Вот сразу после эфира я буду смотреть Google Maps. Да. Или просто картинки Йоханнесбурга. Вот. Да, тогда на такой... Да. Нет, я просто говорила, что вот, кстати, к нам очень часто тоже приезжают послы из других стран европейских, чтобы закупиться здесь, да, и потом везти в свою страну. Да, подарками. И у нас была посол Финляндии. И она была послом в Финляндии, в Питере, оказывается, тоже раньше. И мы так разговорились, она все по-русски даже немножко говорит. Было вообще прикольно. Ну, в смысле, то, что встретить людей, да, вот таких высокопоставленных, мне кажется, это достижение. Да. Да, молодец, Наташа. Я очень горжусь нашей компанией, своей семьей африканской. Они так много вложили в меня, в моего мужа, в нашу семью, да. Они поверили во все и поддерживают до сих пор. А сами они вообще-то работают в сфере строительства. Они строят клиники здесь в ЮАР. Да. Вот. Тогда вы, как молодая семья, ведете свой бизнес. Да. Здорово, это у нас здорово. Ubuntu, мы все вместе. Ага. Да, всей семьей. Ну мы желаем тебе огромного успеха, удачи. Спасибо.
Да, Катар. побольше клиентов. Спасибо Покажи, большое. да, покажи якутские узоры всему миру. И очень Да, жду, когда у тебя уже будет продукция выставляться в американских магазинах. да, мы тоже молимся, Да, ждем. Мы в сентябре отправляем уже этот карго. Да. ага, круто, круто. Ага. Ну, Хорошо. желаем Спасибо успеха, большое, спасибо тебе ребята, за что время твое. позвонили, Да. предложили. Мгм. Да, огромное спасибо тебе за время. Спасибо вам тоже. Привет Хорошего всем дня твоим вам. детям, Да, ребенку, спасибо. мужу, семье. Спасибо. Да, Ага. Спасибо большое. пока-пока. Пока. 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 Пока-пока.